Добрый день, сейчас находимся на одном из наших объектов, он находится в Сыктывкаре. Сейчас хочу вам показать сложный узел достаточно. В данном доме получается делаем вот такой вот ромбообразный запил стен. Ну, это связано с тем, что свободно можно было попасть в эту комнату и в эту комнату. Вот здесь вот будет лестница. То есть, чтобы не было проходной комнаты, делается такой ромбик. То есть здесь открыл вот узел показать. Получается, делаются запилы под углом. Этот брус выпиливается также треугольник, и вот этот брус стен заходит уже сюда и очень плотно встает. Также здесь все на шкантах, то есть шканты утоплены. Получается, этот брус тоже здесь закреплен. Открыл, сейчас обратно закрепим. Джут крепится на скобы обычные. Плотно натягивается, ровно устанавливается и на степлер фиксируется. То есть так он простеплен по всей длине, чтобы удобно было монтировать следующий венец бруса. Вот здесь также есть запил в полуласточку, для того, чтобы вот эта внешняя стена связывалась с внутренними стенами и никуда ее не повело, не выгнуло и несла, она могла нести на себе ту нагрузку, которая действует от крыши, снеговую нагрузку и любую другую. Данный узел сложен тем, что в одной точке встречаются три бруса, то есть и также в том узле тоже три бруса встречаются. Тут встречаются два бруса, то есть поэтому запил происходит как у эркера. То есть нижний венец сюда вход у него, запил шип паз, сверху вот уже здесь шип, и на вот этом брусе будет паз. В данном доме получается внешние стены из бруса 150 на 200, ширина у них 200, внутренние стены из бруса 150 на 150. Получается, для внешних венцов используется вот такой джут, ширина у него тоже 20, вот прошитый. Внутренние стены используем джут вот шириной 150 миллиметров, то есть он вот удобно укладывается по ширине бруса. То есть вот здесь вот видно, идет джут 150 и дальше уже идет брус ровно по ширине.